Сегодня у меня в студии гость, который приехал из Баку. Дарвин Велибеков – лезгин, друг нашей семьи, известный художник и исследователь кавказской культуры. До его приезда в Тбилиси наша съемочная группа побывала в Баку, чтобы выслушать удивительные рассказы Дарвина Велибекова о влиянии Кавказа на мировую цивилизацию. Сегодня нас ждет встреча с художником, который находит истоки древней цивилизации человечества в словах родной лезгинской речи. Дарвин Велибеков родился в Дагестане, живет и работает в Баку. Родом из горного селения Курах. Университет закончил в Грозном и Академию художеств в Ленинграде. Попробовал себя в разных направлениях, от монументализма до графических рисунков. 160 его работ стали иллюстрацией Красной книги Азербайджана и признаны лучшими в этом роде на международной книжной ярмарке в Москве в 1989 году. Рисовал их с любовью, неделями. Художнику Велибекову природа интересна и в мелких деталях, и в цвете, и в форме. Этот интерес начался в детстве. Именно из первых воспоминаний появились насыщенные фиолетовый, розовый и желтые цвета, которыми так выделяются его картины. Аул наш, где я жил, это особое красивое место. Там проводится ежегодный праздник цветов. Цветы собирали, сдавали, так как в аптеке, там, да, вот. Все крыши в цветах бывали, фиолетовые цветы. Вот. Природа всегда очаровала меня в детстве, я жил на природе. Может быть, это и сказалось на то, что я люблю пейзаж, до сегодняшнего дня пишу пейзаж. Да. Отец, мать, мои сестры с братом. Дарвин происходит из семьи лезгинских беков. Род известен с 17 века. Он сам нарисовал семейное древо Велибековых. 10 поколений до сегодняшнего дня, вот, включая потомков, да, 10 поколений здесь. Вот я здесь, вот, у меня 2 детей. В 20-х годах большевики провели на Кавказе новые границы. Так часть лезгин оказалась на территории Азербайджана. В семье Велибековых было 9 детей. Отец, заслуженный педагог, всем дал хорошее образование. Братья и сестры Велибековы сегодня живут в Дербенте и Махачкале, а Дарвин своим домом считает Баку. Очень гостеприимный город, многонациональный, очень много племен разных. Вот если сгруппировать по языковым аспектам, можно разделить на 3 большие группы. Первая группа – это кавказоязычная группа, как аборигенная часть. Вторая группа собирает, значит, ираноязычная группа племен. И третья – тюркоязычная. Около 25 этнических этносов здесь. Прогулка по старому городу с художником, который к тому же интересуется древней историей, особое удовольствие. Он ценит древность не только за красоту. Самый большой камень датируется 3-4 тысячелетием до нашей эры. Это одно из самых древних камней, идолов, обнаруженных вот в Азербайджане и поставленных здесь. Старый город или Ичери-Шехер – архитектурный заповедник в центре Баку. До начала XIX века за этой крепостной стеной размещался весь город. Тем не менее, археологи считают это место одним из самых густонаселенных на Древнем Среднем Востоке. Современный город тоже многим обязан старому. В 1865 году южную часть крепостной стены снесли, камни продали, а на эти деньги построили городской бульвар. Сегодня Баку – это красивый, современный, стремительно растущий город. Уважаемый Дарвин, вы известный художник в Азербайджане.
В Баку открыт музей современного искусства, и там висят ваши картины. Чудесные абстрактные полотна. Что вы можете сказать об этом направлении в искусстве? Абстрактное искусство означает искусство, живопись или любой другой вид, где не виден предмет, беспредметное. А как вы к нему пришли? Я начинал с детства, с натуры писать, реалистически писал. Но после окончания Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной я занимался монументальным искусством, потом перешел в 80-е годы на абстрактное искусство. Писал большие холсты, она была как раз новым направлением где-то начала 70-х годов и 80-х годов. Но после так называемой перестройки меня потянуло в детские восприятия именно на природу. Я стал писать с натуры. Езжу месяцами, иногда по 2 месяца в самые красивые уголки Азербайджана и Дагестана, и, в общем, другие регионы Кавказа. Я пишу очень много с натуры, меня эта натура, сама природа вдохновляет. Я стараюсь более как можно быть чувственным, понимающим свою родную природу кавказской природы. Я считаю, что писание с натуры – это в то же время обращение к Богу, это понятие Бога в себе. Вот я считаю, что писание с натуры – это есть настоящая медитация. Но лично меня, допустим, больше всего тяготею я к трансавангардному направлению. Она мне по душе, по энергетике, по своему, как его, строю, по пластике. Вот. А вот если общение с натурой, особенно с природой, это общение с Богом, как вы говорите, то абстракция – это… Абстракция – это внутренний мир, порыв, эмоции, энергия своего внутреннего. И в то же время эксперимент свой. Музей современного искусства построен в Баку всего год назад, но ему уже есть чем гордиться. Постоянная экспозиция состоит из более чем 800 работ. Это живопись, скульптура и инсталляции. Дизайн музея создал известный азербайджанский художник Алтай Садыхзаде. Музей не только необычный, но и удобный для посетителей. По крайней мере, наша съемочная группа решила, что это лучший музей современного искусства на всем Кавказе. В музее 11 работ Дарвина Велибекова. Все это абстракция, авангард. Экскурсоводом в этой галерее для нас стал сам автор. Эта работа представляет собой поиски новых традициях, новых формах изображения, отход от реалистического представления и перспектива тоже, космическая перспектива называется, не воздушная перспектива. В основе лежит материальные цвета, коричневатые, да, красноватые, коричневые гамме и ритмически выполнены в духе китайской иероглифы, что ли, вот так вот. Но она вот выражает вот какие-то эмоциональный всплеск вот этот. А это Ева. Ну, смотрите, этот нахал Адам вернул ей яблоки и ее превратил в скромку. Вот такой, отказался от своих начал. Ну, такой ироническом плане даже. А как сейчас молодежь воспринимает это искусство и отношение молодежи к нему? Я думаю, однозначно нельзя говорить, потому что все это зависит, в какой подготовленности зритель находится. И я думаю, что если человек подготовлен, если в искусстве, там, в этом абстрактном искусстве есть и настоящие духовные ценности, оно всегда останется интересным и для молодого человека, и для взрослого. Но нельзя однозначно понимать, что любое абстрактное искусство, оно одинаково. Все зависит, в какой степени подготовлен художник.
Даже сам Кандинский говорил. Я не доверяю, говорит, художникам, которые не умеют писать и рисовать в традиционном классическом понятии и берутся за абстрактное искусство. Абстрактное искусство – это происходит от усовершенствования форм, от более глубоких знаний. Выражение «свободный художник» для авангардистов актуально как никогда. Они всегда стараются от чего-то освободиться, либо от формы, либо от цвета, либо от штампов. Даже гениального Низами авангардист Велибеков изобразил в виде 3 квадратных полотен. Здесь главное символы и, конечно, знание поэзии средневекового Востока. Я решил только цветом. 3 цвета, в сложных вибрациях, с фактурой, на основе фактуры. Образ я так воспринял посвящение самого Низами. Начало жизни, сама жизнь, борьба и конец. Эта картина посвящена трагическим событиям в Баку 1990 года. Январский штурм Баку – одно из преступлений советской системы. Мирные жители против танков. Кровавый итог трагедии – 131 погибший, более 700 раненых. Путь Азербайджана к свободе был нелегким. Вот черная ночь и танки, которые бороздили по улицам Баку. Вот это ощущение, вот этой тяжести, трагедии, вот она этому посвящена. Вот. Абстрактное искусство появилось в начале 20 века. Основателем считается великий художник Кандинский. Он первый написал картину, полностью изгнал предмет из картинной плоскости. Вы знаете, 20 век – век экспериментов, новая архитектура, новое время, она раскрыла перед художниками большие возможности, большие двери. И Кандинский, как основатель, вслед за ним Малевич, другой крупный художник, тоже пророк 20 века, один из художников, глашатай, так сказать, вот, полностью стремился порвать с традиционной формой письма прошлых веков, традиций. Освободил живопись, в конце концов, от цвета уже. Вот этот знаменитый черный квадрат – это не что иное, как отказ от цвета, от традиционных форм. Многие поворачиваются уже к более духовной живописи, духовному искусству, что в будущем она определенно заявит свои права и восстановит гармонию вечных ценностей. Для меня природа – это понятие, совместимое с Богом. Сама природа как понятие для меня, как Бог. Чувствование Бога, и через природу я больше ценю, чем даже религия, понятие религии. Мне природа, она понятна, она мне всегда подкармливает, она меня всегда сохраняет, мне дает силу, мне лечит. Тайное знание о природе мира человека – это одно из назначений эзотерики. Можно сказать еще короче – самопознание. Этим Дарвин Велибеков занимается последние 15 лет. Его особенно интересует теория зарождения цивилизации на Кавказе. Все эти книги Блаватского. Все началось с книг Елены Блаватской. В Советском Союзе ее философское наследие было запрещено, хотя заслуги Блаватской признавали Рерих, Кандинский и Махатма Ганди. Вот основная все это масса книг, штук 18 книг Блаватской. Автор, выдающийся мистик XIX века, который перевернула все понятия фальшивости европейской культуры, и она показала верный путь, куда должны мы направиться, как мы заблуждались, и показала о древних высших культурах, цивилизациях. Но и в европейских книгах, особенно редких, Велибеков нашел много интересного. Видите, 1864 год.
А мы эти книги уже забыли или припрятали. Вот открываем индийскую культуру, открываем страницу арийцев. Кто такие? А там четко написано арийцы. Так называет себя народ, выходцев из Кавказа, завоевавшие там вот это все ближнее, Передней Азии, завоевавшие вплоть до Индии и создавшие там цивилизацию. Открыто написано. А мы забываем, потому что у нас коммунистическая Москва наставляет, учит, направляет, вот так говори, а по-другому не говори. Да, вот. В лезгинском языке арийцы, этот корень слова в двух направлениях ипостасов. Первое значение имеет ара. Значит, ара, первое географическое, так сказать, представление, между расстояние, пространство, между двумя городами, между двумя домами, между двумя людьми, вот между ними это расстояние. Это одно значение. Ну, второе главное значение – взаимоотношения. Благородные, достойные выживания между собой, договоренность. Ария – это достойные означает. Благородные, достойные. В последнее время у вас появилось новое увлечение – лингвистикой, этнографией. И что явилось причиной этого интереса? С распадом СССР появилась возможность познакомиться со многими знаниями, раньше недоступными. И в первую очередь с великим учением эзотерических наук, тайной доктриной великой Елены Павловны Блаватской. Я был совершенно изумлен, очарован, я был в восхищении. Столько там я нашел вопросов, которые я всю жизнь ставил. Все, что тебя окружает, вопросы, все сложнейшие вопросы антропогенезиса и космогенезиса. Ведь эзотерическая наука – это синтез всех знаний, чистое академическое знание, и религиозное знание, и оккультное знание, и философское знание. У художника особая библиотека, философия, эзотерика, героические эпосы разных народов. А вот эта книга – настоящий раритет для тех, кто интересуется историей Кавказа. Это Евгений Марков путешествовал по Кавказу. Это выдающийся известный путешественник, путешествовал по Кавказу и свои воспоминания о Кавказе. Также и скандинавскую. Вот здесь есть Дарвин Велибеков использует лингвистику, чтобы объяснить родственную связь некоторых современных европейцев с кавказскими народами. Это довольно неблагодарное занятие. Трудно представить связь между скандинавскими рунами и лезгинским языком. Однако Дарвин уверен, что так оно и есть. Вот это алфавит древней руны. Вот руны древние. И сейчас они живут по этим рунам. Это особая философия этого народа. Они жизнь воспринимают через руны. Да? Они все символы, рисунки, изображения вокруг человечества, что окружает природа человечества вокруг. Да, человек. Вот эти названия алфавита, вот они, видите, буквы английские соответствуют. Они, каждое слово, название на этом языке идентичны на корнях нашего языка. И здесь теперь каждая буква отдельно дешифровывается, рассказывается. Даже такое сложное слово, как карма, Дарвин может объяснить, используя родной язык. Карма. Это эзотерическое слово карма известно во всем мире. Все знают, что такое. Ну, в простонародье оно означает судьба. А лингвистически расшифровать по корням кар и ма. Кар – дело, ма – даю, бери, даю. То есть воздавать по делам. Не претендуя на лавры большого ученого, Дарвин Велибеков все-таки не может устоять перед соблазном доказать миру, что истоки европейской цивилизации надо искать на Кавказе. Кавказцы были первыми цивилизаторами нашей культуры, цивилизаторами всей Европы. Именно бронзовый век, все началось с Кавказа. Потому что когда еще в 10 тысячелетии, 11 тысяч Европа была под льдом,
Кавказ, здесь теплела, здесь жизнь была. Была создана здесь куро-аракская цивилизация в 13 тысячелетии. И отсюда первые жрецы, знаменитые Асер и Азет, пошли, мигрировали со своими, да, этим родом в Шумер, оттуда в Египет. И в Египте создали в 12 веке, в 12 тысячелетии первое образование, государственное образование под управлением жрецов. Кавказ является одной из 3 сохранившихся колыбелей человечества. Всего было 7 колыбелей, где возрождались после больших всемирных потопов первые культуры, первые генофонды, первые антропологические типы и первые цивилизации. Да? И Кавказ является колыбелью так называемой белой расы, называемой кавказской расы или индоевропейской расы. Это одно и то же. Я хочу сказать, что лезгинский язык, как и все кавказские языки, базируется на присутствии гортанного звучания. Гортанное звучание мы получили в наследие от атлантов. Атлантов тоже имели гортанный принцип произношения, и мы, прямые наследники, получили от атлантов гортанное произношение. Чисто в лезгинском языке 14 гортанных букв. Я знаю и в грузинском столько же, не меньше, и во многих других языках. Вот. Во французском даже есть буква «г», да? Тоже есть в Франции. Дарвин, пожалуйста, что-нибудь скажите на лезгинском языке, чтобы мы это почувствовали. Эти гортанные звуки вашего языка. Ну, кулак называется «гуд». Видишь, буква «г». Вот. 4, цифры 4, «куд». Ну, эти буквы и в грузинском есть, и в чеченском. Нет, ну вот это произношение «к» – это очень трудно. У нас 4 разновидности, связаны с буквой «к», русской «к», и она обогащается до 4 разновидностей, превращается в гортанное звучание. Также и «г», также и «т», «ч», там в общем разное. «Ч» тоже, «ц» тоже. Я хотел бы, чтобы и представители других языков кавказских тоже опробировали, посмотрели, проверили эти же слова, и тогда можно сравнить и поставить на вид для изучения, для дальнейшего объединения и решения этого вопроса. И это же интересно, чтобы слова, которые пользовались Гесиод, Гомер, сегодня сохранен в Кавказском крае, на Кавказе, в колыбели человечества. То есть многие не знают значения тех слов, которые произносят. Да, вот есть многие слова, как в Европе, как и на Кавказе, мы постоянно произносим, а содержание что-то означает знаем, но почему так называется? Вот проблема, вот этого не знают. Христос, да? Угу. В древнегреческом или в латинском языке пишется хразтос, хразитос. То есть совсем по-другому, да, уже? Хразитос. А на лезгинском открыто слово, которое в груди у меня. Хыр, храм, это слово от хыр, это грудная клетка. Даже слова апостола Павла, храм у тебя, говорит, в груди. И пусть Христос войдет в грудь, в храм, который у тебя внутри. То слово, которое в груди. То есть называемый, Блаватский называл это голос безмолвия, внутренний голос. Также в искусстве, когда говорят талант, да, кто-то талант или не талант, это именно когда художник, творец, поэт, писатель через Бога творит. То есть через внутренний дух свой. Исследователь из Баку уже выпустил несколько книг, в которых рассказывает об общности культуры Кавказа со Скандинавией и Грецией. Сейчас он готовит новую книгу. 300 слов терминологии Аристотеля и лезгинский язык.
Ну, где-то около 400 слов я собрал из сочинений Аристотеля, слова терминологии, которые базируются на основе слов корней лезгинского языка. Акрополь, мы знаем, в любом городе это место священных действий для этого избранного, то есть место для города. Оно обычно на каком-то возвышенности, там, да, на священном месте. А Акрополь, значит, акраполь, для божественных дел. Кар – дело, а божественное. Поль – место, да, вот, где как живут, где происходит действие, ущемление, город, вот так вот. Лезгинский не единственный язык, который подходит для этой теории. Дарвин Велибеков призывает и других кавказцев найти в своем языке древние корни. Белая раса, кавказская раса, кто-то должно быть. Я не против, чтобы кто-то скажет и докажет, что этот язык чеченский или аварский или грузинский, что это на самом деле было. Я теперь беру древнейшие цивилизации, древнейшие книги, и вот, пожалуйста, рядом садись и посмотрим, кто будет озвучить, на чем языке это подходит. Как вы думаете, угрожают ли Кавказу и кавказской самобытности проблемы глобализации? Мы знаем Кавказ как колыбель человечества. На сегодняшний день сохранившихся 128 этносов. Всегда народы жили по своим избранным принципам, по своим отработанным веками, тысячелетиями традициям. И всегда они находили общий язык и сохраняли свое кавказское гнездо для себя, для своих потомков. Но сейчас в наше время приходят все новые формы уничтожения традиций, культур, сложившихся тысячелетиями. Вопрос глобализации действительно очень серьезный. И выработанный культ предков Кавказа может не подходить с новыми веяниями, связанными с глобализацией. Глобализация действительно может нанести ущерб. Я не сторонник глобализма. Эзотерики предупреждают, что и нынешняя цивилизация может оказаться среди исчезнувших. Мир только кажется большим, на самом деле в нем все зависят друг от друга. Поэтому бакинский художник так остро отреагировал на акты вандализма в Афганистане. В 2001 году, вопреки протестам мировой общественности и других исламских стран, талибы разрушили как языческий памятник 2 гигантские статуи Будды. В ответ Дарвин Велибеков написал статью, в которой призывает людей победить свои пороки, чтобы не исчезнуть с лица земли. Эзотерики считают, что современное человечество находится пока на самом низком уровне развития. Бич современности – лицемерие. Язык человека стал средством для того, чтобы скрывать свои мысли, а не передавать истинные. Еще Велибеков считает, что человечеству нужно преодолеть культ власти и денег и прекратить делать вид, что вооружение нужно для обороны. Эзотерика и увлечение абстракцией – все это заставляет смотреть на мир немного по-другому. Мир – общее пространство, но состоит из многих важных деталей. Поменяешь одно – меняется целое. Дарвин гордится тем, что в центре старого города в Баку стоит лезгинская мечеть XII века и очень переживает, что ей не хватает маленькой таблички. В настоящее время почему-то исчезла вывеска, где было написано «Лезги мечеть охраняется государством», построена в 1167 году. Сейчас вот несколько месяцев или больше его нет. Ну, сказали, когда я уточнял, в чем дело, где вывеска, сказали, он внутри находится. Сейчас пристроили с левой стороны, новую пристройку сделали. Ну, видимо, для того, чтобы показать более монументальность, значимость этого здания.
Вот наверху появилась тоже новая маленькая вывеска, которой тоже раньше не было. Вот сейчас это действующая мечеть суннитского толка, очень маленького размера, где-то около 200 прихожан. Знаменитая Бакинская девичья башня нравится Велибекову как художнику своей необычной формы, а как эзотерик он считает, что в основе этой башни культовое сооружение огнепоклонников, существовавшее здесь задолго до появления христианства и мусульманства. Кстати, официальная наука археология подтверждает, что люди на территории современного Баку поселились еще в бронзовом веке. Рядом с таким попутчиком, как Дарвин Велибеков, так и хочется что-нибудь исследовать. В старом городе нам это удалось довольно быстро. Внимание привлекла вывеска ковровой лавки Алаверды. В Грузии во время застолья так называется не только передача права произнести тост, но и большой христианский храм в Кахетии. Нам все объяснил хозяин лавки, который сидит под этой вывеской уже 40 лет. Алаверды, так меня зовут, и такое же название у моей лавки. Алаверды называют мосты и другие строения. Это означает «Бог дал». Сочетание разных религий, народов и культур – это большое богатство и ответственность. К этому надо подходить с душой художника и осторожностью ученого. И тогда Кавказ откроет еще много тайн. Как вы думаете, прийти нам к миру на Кавказе? О, какой сложный вопрос. Мир на Кавказе должен быть и обязательно будет. Мы должны быть сплочены в своем кавказском интересе. Мы сами, наши деды, прадеды в тысячелетнем веке, сами находили пути без подсказок извне. Если мы будем соблюдать традиции, которые нам оставили наши деды, наши предки, и я имею в виду и тысячелетиями назад, то все будет нормально, и колыбель останется. То, что мы прошли железный век, называемый Кали-юга, который начался 5000 лет назад, вот, с этого времени начался век расприй, век войн. Кстати, на нашем языке Кали-юга, название, да, цикла браминское, да, называется действительно век расприй, век войн. Но, к счастью, этот цикл закончился. Мы сейчас вступили в новый цикл Сатья-юга, называемый век единства, век благоразумия, век взаимопонимания. Но этот отрезок, промежуток между переходом век Кали-юга в Сатья-юга, где-то 100 лет, так сложно будет, колебаниями будет, но обязательно мы вступим в новый век, век духовного расцвета. Человечество прошло только половину своего пути. Так называемый конец света, это башня, это человечеству около суждено существовать. Поэтому будьте спокойны, творите, любите. Главное, любовь к человечеству. И любить ради ближнего, ради человечества.